Компания Кэшбери, которую Центробанк заподозрил как финансовую пирамиду, заблокировала ввод и вывод денег своих клиентов. Говорят, что это временно, до ноября, хотя точно утверждать этого никто не возьмется. Почему люди вступают в такого рода проекты, разбиралась наш корреспондент Марьяна Кутукова. 23 тысячи рублей в месяц. Никаких лишних покупок, отпуск только снится. Наша героиня, имя она просила не называть, решила рискнуть и вступить в Кэшбери. Для первого взноса взяла кредит в банке. Узнала от родни, они вступили с подруг. Они мне предложили, я не хотела, конечно. Потом мне сестра говорит: давай вступай, я тебе, если что, если прогорит, я тебе деньги верну. Ну и я согласилась и вступила. Ну, первое вложение у меня было 100 тысяч. И нормально, все деньги получила. Финансовая нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне. На эти больные точки давят знающие люди. Они же предлагают ключ от всех проблем. Если гарантом выступают родные и друзья, говорят психологи, то схема срабатывает на 100%. Вот эти связи, они вот так вот срабатывают, что входят именно вот как-то вот кланами там. То есть наши отношения между собой социальные, а дистанция, она очень такая тесная. В отличие, может быть, от других регионов, где люди живут более обособленно, меньше общаются друг с другом. Но есть, конечно, и фактор доверчивости. Стремление жить не только красиво и богато, а просто стабильно. Кто-то готов отдать последние деньги. Другие такому способу заработать попросту не доверяют. Я думаю, что это как бы хайп может, долгосрочный, скорее всего. Ну, рано или поздно это все равно как бы относится к пирамидам. Замануха для народа. Бесплатный сыр, только в мышеловке. Никак не отношусь. Я верю только в свою зарплату. И все. Добрый день, уважаемые друзья. На связи Артур Варданян, руководитель холдинга Кэшбери. И сегодня у меня для вас не очень приятное, тяжелое и в тот же момент серьезное видео. Это видеопослание появилось на прошлой неделе. Создатель Кэшбери Артур Варданян сообщил о 3-недельных каникулах. Поблагодарил инвесторов за проделанный путь и заверил, вывод средств из личного кабинета будет доступен 1 ноября. Как говорят инвесторы, такая открытость самого руководителя вызывает доверие. Никто их не кинул, и паниковать уж точно не стоит. Я сама спокойна, я свои деньги получила, мне нечего терять, но все равно надеюсь, что заработает. Центробанки не перестают заявлять, Кэшбери имеет все признаки финансовой пирамиды. Сверхдоходность рано или поздно приведет к тому, что денежный пузырь лопнет. Потенциальный ущерб для клиентов оценивается в 1 миллиард рублей. Марьяна Кутукова, Джулстан Иннокентьев, Марфирина Алексеева, Якутск, Мирный. Как думаешь, Влад, заработает ли эта система вновь или, к сожалению, люди уже безвозвратно потеряли свои денежные средства? Точно об этом говорить, наверное, никто не возьмется, но можно привести пример, что при похожих обстоятельствах и при схожем сценарии закрылся проект недавно. Макси Райс тоже говорили, что на время, но так и ничего и не заработало. Вывод здесь очень простой. Населению необходимо быть предельно аккуратными в вопросе вложения своих заработанных денег.